Мороз трескучий, третий день сижу дома, ерундой страдаю, никуда не выхожу. Но тот, кому по службе положено, тоже беспокоится. Пришел. Стучится в двери какой-то Фальковский Максим Александрович. Из комплексных систем безопасности, как он говорит. Сунет какую-то корочку мне в нос. Говорит, что нужно проверить пожарную и прочую безопасность. С ним стажер. Ну, какой-то мужик, он говорит, стажер. А по имени не представляется. Говорит, это не мое дело. Сказал ему и стажеру, чтобы обходили мою дверь стороной. Думаю, что это чья-то спецоперация. Правда, не знаю, чья, неизвестно. У нас 8 спецслужб, кто из них проводит, понять невозможно. А может, криминал. Ну, тоже спецоперация. Позвонил в милицию. Точно, есть такая частная организация. Ну, примерно так и называется. Находится Академическая, 17. Ходят по домам, нарабатывают клиентов, как мне сказала, по 102, значит, женщина. Не знаю, каких они клиентов нарабатывают. Но безымянный стажер в маске похож на лягавого, ну, как просто вылитый. А Фальковский без маски похож на наводчика или дилера. Ну, так, на вроде цыган или сбытчиков краденого, барыг вот этих вот. Предложили мне написать заявление, но толку все равно не будет. Я их насквозь вижу, и тех, и других. Фальковский молодой, но намаханный. Говорит, что имя его стажера меня не касается, да? Интересно у них устроено, вот послушайте. Привел к моей квартире какого-то легавого, или, не дай бог, еще пидора какого-то грязного. А меня это как бы не касается, да? Ошибаешься, Фальковский? Или как там тебя? Меня касается все и все, кто сунет нос в мои дела. Так и живем. Беспокоится, чтобы я не удрал в Варшаву к Тихановской. Но тут есть еще другие моменты. Люди, которые кое-что знают, рассказали мне, что настоящие специалисты по безопасности, видеонаблюдения и все прочее находятся на Виленской. А вот те, кто на Академической, 17, это такие ловкачи, с которыми лучше вообще не связываться. Так что мое предположение оправдывается. Кроме того, одно время мне очень часто попадалось на глаза, вот просто назойливо лезла в глаза машина с нарисованными всякими там рекламными трендами, видеонаблюдения и прочие системы безопасности. Ну, там еще такой паренек подъедет, значит, выйдет из машины, постоит, я мимо пройду, садится, уезжает. Так что тут не все так просто. Ну и вот еще тут что. Я не хотел этого говорить, но задолбали они совсем. Короче, поскольку мне вся эта возня жутко надоела, то расскажу секрет. Есть поблизости точка. Совсем, можно сказать, рядом. С точки раздается интернет всем заинтересованным лицам. Название Wi-Fi тоже соответствующее. «Выпьем водки» называется. Те, кто знает пароль, идут по навигатору, чтобы подключиться и получить указания. Вот так и вьются днями и ночами. А с ними таксисты, разгонные цыганские корчи, менты и прочая сволочь. Менты, кстати, тоже приезжают купить самогона. Так что я думаю, что точка совмещена с ментовской явочной квартирой. Вот такие вот дела, братцы. Так и живем.